Просим извинения и прощения о том, что у нас произошел технический сбой, но, может быть, кто-то еще присоединился к участию в вебинаре. Я вернусь немножко назад и повторю, что вебинар посвящен теме и проблеме знать о профессиональных, что нужно знать о профессиональных стандартах педагогов и как им соответствовать в принципе. Да. Эта тема назрела еще в преддверии начала учебного года, но коррективы внесла пандемия, ковид, и немножко пришлось перенести это мероприятие на более поздний срок, и он до такой степени актуально назрел, что он просто необходима эта информация для педагогов, для участников образовательного процесса, потому что проблемы и актуальность остается. Учебный год сулит много перемен, 2021, в частности, и в процессе оценки компетентности педагогов на всех уровнях их образования. В первую очередь, все компетентности и все должностные обязанности, которые любой педагог имеет, будут оцениваться на предмет соответствия профессиональным стандартам или не соответствовать. Вот и хотелось бы поговорить о том, что нужно знать о профессиональных стандартах для разных категорий педагогов и как им соответствовать в принципе. Начну немножко с истории. Все началось с того, что в 2012 году указом президента 596 о долгосрочной государственной экономической политике и 597 о мероприятиях по реализации государственной социальной политики четко было обозначено, что с целью повышения экономического темпа и обеспечения устойчивости экономического роста необходимо создать и модернизировать в 2020 году, это сегодня уже, 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Все понимали о том, что это относится более высокопроизводительные рабочие места, более к какой-то технической части, более к производству, но оказывается не совсем так. Это относится к категории и того педагогического, той армии педагогов, которые сегодня работают в системе и в сфере образования. И эти рабочие места, которые создаются, они должны были быть обеспечены высококвалифицированными кадрами. И как же все-таки понять, стал вопрос, если мы на протяжении всего периода времени мы пользовались единым тарифно-квалификационным справочником, где четко и ясно были прописаны должностные обязанности, какие-то инструкции и так далее. И мы составляли на базе этих ЭТКС должностные инструкции для педагогов, для любой категории сотрудников, то те требования и тот процесс, который развитие нам предполагал уже в дальнейшем в части и развития образования, и новых нормативных документов, единый тарифно-квалификационный справочник со своими критериями, оценками, что должен уметь и знать работник, уже устарел, и он не мог соответствовать. Поэтому, собственно говоря, и возникла проблема создания профессиональных стандартов, которые более расширенно раскрывали трудовые функции, уровень компетентности, что должен знать, что должен уметь работник и так далее. Если открыть сегодня любой профессиональный стандарт, касающийся, допустим, в области образования, там четко и ясно видно, что по категориям, какие обязанности, трудовые функции, какие трудовые умения и знания должен обладать соискатель для того, чтобы соответствовать определенному уровню. Если говорить, собственно говоря, и возникла проблема создания этих профстандартов. Назначение профессионального стандарта четко и ясно обозначает, что характеристика профстандарта – это характеристика квалификации, которая необходима работнику для осуществления определенного вида профессиональной его деятельности. Сам профессиональный стандарт, он носит комплексный характер. Для чего он необходим?
Ну, для выполнения работникам определенных трудовых функций, то есть это знания, умения и так далее. Вот. Поддержка в актуальном состоянии информации о востребованных перспективных профессиях, современные требования к работникам и учет этих требований в системе подготовки кадров. Если говорить уже более уже таком недалеком периоде, уже в 2016 году, в 584 постановлении правительства было сказано об особенностях применения профстандартов в части требований, обязательных для применения государственными муниципальными учреждениями, государственными муниципальными предприятиями, ну и так далее. Всеми предприятиями, которые работают на территории Российской Федерации. Вот эти мероприятия должны были завершиться, естественно, не позднее 1 января 2020 года. Что, собственно говоря, произошло? Произошло, что многие работодатели, работники, руководители кадровых служб не совсем понимали, будем говорить так, ответственность в этой части, поэтому они и не применялись, или применялись только частично. Если говорить сегодня, тем более в области образования, с учетом того, что если сегодня мы имеем количество 1400 профстандартов, то в области образования мы имеем всего их 7. И они постоянно идут, возвращаются на доработку. На буквально вот последнее время, буквально 4 профстандарта в области образования были возвращены на актуализацию. Вот. И он проходит, этот профстандарт, который он обсуждается всеми структурами, контрольными, надзорными органами, образовательными, работодателями, чтобы этот профессиональный стандарт соответствовал тем требованиям для работника, которые все-таки потом ему работодатель этот и предъявляет. И в области, естественно, и образования, и знаний, и умений, и компетенций, и всего остального. Если мы сегодня говорим о такой части, как оценки компетенции как часть национальной системы учительского роста, то мы видим, что с чего он состоит. И вот каждый понимает, что, во-первых, для того, чтобы понимать, что насколько ты соответствуешь всему, ты должен оценить свою компетенцию, насколько ты соответствуешь сегодня своему профессиональному росту. Да? Механизмы профессиональной помощи и поддержки, они существуют сегодня. Они существуют и в методических рекомендациях, и в различных нормативных документах. Затем развитие среды профессионального общения. Конечно, когда вы находитесь в обществе развитом и профессиональном на хорошем уровне, это же или образовательная организация, или же это университет, или это школа, или же это просто среднее профессиональное образование. Конечно, от уровня мозгового участников этого процесса, конечно, очень много зависит, когда идет постоянное развитие самой среды и так далее. Механизмы стимулирования. Механизмы стимулирования – это, во-первых, если ты соответствуешь своему образованию, своей профессиональной компетенции, своей специальности, конечно, там уже и работают механизмы и стимулирования. Это дополнительные какие-то и премиальные моменты, которые заключаются в соглашениях, в договорах, и дополнительные отпуска, ну и масса вещей, которыми пользуются люди, которые обладают профессиональным определенным уровнем. Ну, естественно, и обращает внимание на повышение квалификации. Если человек в процессе своей деятельности, своей работы постоянно повышает свой уровень, конечно, это тоже все это учитывается. Поэтому, если говорить сегодня дальше о модели аттестации учителей на основе использования единых оценочных материалов, вот вы каждый год или там какое-то определенное время вы проходите аттестацию. Вот. Как вы ее проходите, вы прекрасно знаете, насколько вы соответствуете тому уровню, который вам предъявляет работодатель. Но в итоге вы эту аттестацию прошли, существуют оценочные материалы определенные, да. Я даже не буду вдаваться в эту подробность. Почему? Потому что вы лучше и прекрасно меня понимаете, как это все проходит и так далее. Но насколько эта аттестация учителей
ну, педагогов соответствуют тем профессиональным стандартам, которые, в требования которых должны быть учитываться при определении профессиональной компетентности, ну, тут, конечно, немножко вызывает сомнения. Поэтому, если говорить уже обязательных профстандартов, а они, естественно, есть, тем более, вот я уже говорил о том, что с 1 января 2020 года обязательное применение, а вот для кого применение это обязательное? Вот если сегодня говорить, то работодатель, если проходить, применять профстандарт, он должен разработать определенную схему. Какую-то. А какую схему? Он берет нормативный документ, руководитель организации, и начинает его изучать, или же руководитель кадровой службы. Мы для того, чтобы эту задачу облегчить, мы разработали методические рекомендации для руководителей организации. Это касается практически для всех отраслей. Создали алгоритм применения профстандартов в организации в принципе. Очень долго работали над этим документом, привлекали специалистов и с Министерства труда, и с Министерства образования, и в Институте развития образования, и пришли к тому, что мы сегодня создали вот этот алгоритм применения профстандартов и предложили его как методические рекомендации для применения у себя в организациях. Если говорить о том, что а где же все-таки этот документ можно увидеть и как им воспользоваться, вы знаете, документ написан очень просто. Расписаны все шаги применения профстандартов в организации. Если же руководитель кадровой службы, или кто отвечает за персонал, или сам руководитель этот документ откроют, а его можно увидеть на сайте rmc.criro.ru и спокойно открыть и там увидеть все методические материалы для поддержки, вы увидите, что профессиональные стандарты в деятельности, они расписаны очень подробно, имеют пошаговый алгоритм. Это формирование приказов и формирование рабочей группы. Для определения составить нужно план. А какие все-таки мы будем, какие шаги совершать, какие профстандарты будем использовать для своих работников. Мы должны выбрать те профессии, по которым профстандарты есть, потому что может оказаться, что есть такие профессии, по которым профстандартов нет. Тогда для кого профстандартов нет, для тех категорий, они остаются на том уровне, используется единый тарифно-квалификационный справочник и работаем дальше. Но вот, к примеру, даже если взять вот на производстве, да, вот такая профессия, как сварщик. Ее постоянно почему-то они говорят. Почему? Потому что это такая востребованная профессия. И эту профессию уже дошло до того, что 2 года назад Министерство труда Российской Федерации убрало требования к этой профессии, единого тарифного квалификационного справочника, исключило и эти разряды, и все остальное. Сегодня пользуются только профстандартами, где определены уровни профессиональных компетенций этих работников, этой специальности, этой профессии. Поэтому уже практически сварщики работают без единого тарифно-квалификационного справочника. И постоянно этот процесс идет, этот процесс он не останавливается, постоянно выводятся вот эти требования единого квалификационного справочника, потому что, естественно, он разрабатывался довольно-таки в давнее время, требования там уже не соответствуют, и постоянно все ближе и ближе подходят вот к этой категории, которая называется профессиональный стандарт. В методических рекомендациях, кроме алгоритма применения профстандартов, можно увидеть массу вещей, которые мы предлагаем для работодателя и для руководителей кадровых служб, каким образом применять этот профстандарт и как им пользоваться вообще в принципе. Поэтому я считаю, что если кто не знает и может обратиться к этому документу, вы можете им воспользоваться. Он в открытом доступе у нас находится на сайте rmc.criro.ru. Кроме того, мы в 2019 году с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и с Республиканским институтом развития образования КРИРО, Республиканский методический центр тоже подготовил материалы
проводили такие семинары, вот, внедрение профстандартов в деятельности образовательных организаций. Он тоже размещен на сайте rmt.ru, .ру, где вы можете ознакомиться с ними, с этими материалами и четко и ясно для себя увидеть практически на те вопросы, которые для вас возникают. Сегодня, конечно, история, она этой проблемы. Для чего это вообще профстандарт? Для чего? Происходит стандартизация профессий. Поэтому, собственно говоря, отсюда и название профессиональный стандарт. Каждый работник, находясь на своем рабочем месте, должен иметь определенные требования к нему предъявляются, компетенции. Вот, и устанавливает профессиональный стандарт тем людям, которые реализуют образовательные стандарты. Вот сегодня образовательный стандарт, по которым работают сегодня педагоги. А соответствует ли педагог сам этому образовательному стандарту? Конечно, это очень сложно. И поэтому вот указом президента 594-12 года четко вот эта ситуация прописана. Есть еще такой момент, который бы хотелось бы отметить, что если сегодня происходит обучение, я не говорю, школа там, да, там в основном требования к образовательным программам, которые и тем требованиям к педагогам, к его компетенциям, которые эти образовательные программы по образовательным программам обучает своих учеников. Есть такая категория, как среднее профессиональное образование. Вот среднее профессиональное образование имеет свою профессию, что, собственно говоря, не совсем можно сказать о высшей школе. Если мы сегодня в среднем профессиональном техникуме, в колледже, мы получаем диплом о среднем профессиональном образовании, мы четко понимаем, что у нас среднее профессиональное образование и четко прописана профессия. Допустим, если вы закончили педагогический колледж, педагог начальных классов или еще каких-то, или тренер-воспитатель, или еще. Поэтому профессия есть, чего, собственно говоря, нельзя сказать сегодня о высшей школе, потому что в высшей школе заканчиваем бакалавриат. И прописано четко и ясно, что бакалавриат – это образование, это уровень образования, это высшее образование, но квалификации, уровень образования-то есть, а квалификация не указывается. И вот когда человек, заканчивая институт, приносит диплом бакалавра, и в нем не прописана квалификация. И он приходит, и работодатель берет его, он только профиль, допустим, педагогический или технический и так далее, или экономист, он по профилю только может определить и взять на страх свой риск этого человека для работы. Поэтому на протяжении какого-то времени работник, придя после учебного заведения на производство, организацию или в ту же школу, он 2 года работает или какой-то период времени, проявляет себя, повышает свой уровень и старается, идет ему навстречу работодатель, но работодатель, собственно говоря, рискует, беря такого человека к себе на рабочее место, но на должность. А на должность какую? Педагога, к примеру, или воспитателя, или еще кого. Но и он рискует, пока тот не пройдет определенный, не отработает определенное время, не получит стаж работы, и потом не подтвердит на протяжении какого-то времени свою квалификацию и свою профессиональную компетенцию, которая соответствует профессиональному стандарту. Это очень важно. Так, вот я уже не хочу повторяться, но СПО имеет профессию, а статуса профессионального уровня, профессионального образования в высшей школе нет. Это просто
квалификация бакалавра. А чтобы стать учителем, там, допустим, начальных классов и так далее, то нужно пройти определенную аттестацию после определенного времени работы, подтвердив, соответствуешь ты этому или нет. Поэтому говорить о том, вот выскочила ответственность за неприменение профстандартов. Да, это очень такой не совсем хороший слайд, где сразу говорится о том, что нарушаем трудовое законодательство, и штрафы и работодателям, там, административные, или работникам, или там, должностным лицам и так далее. Но тут все понятно. Я думаю, что к этому пока еще лояльно относится и служба, инспекция труда, которая, ну, собственно, предупреждает об этом, что это нужно исправлять и не доводить до этих моментов. Вот хотелось бы все-таки вернуться к тому моменту фактическому, да. Вот смотрите, вот на сегодняшний день профстандартов сегодня 7. С левой стороны колонка, где наименование профессионального стандарта, с правой стороны более светлое поле, это где какое время, когда он был принят, и номер нормативного документа, это или приказ Минтруда и так далее. Вот обратите внимание, что все профессиональные стандарты, какой бы они путь ни прошли своего формирования, своей аккредитации, они утверждаются приказом Министерства труда. Почему? Потому что в дальнейшем, если этот профстандарт есть, он уже прошел все пути, так сказать, согласований, все пути апробаций, он уже является нормативным документом для той или иной профессии, где учитываются и льготы, которые на этой профессии применяются, и отпуска, и в дальнейшем там, и пенсионные моменты, которые связаны с пенсионным фондом и так далее. Вот. Поэтому, если уже кто-то успел там, из взрослых педагогов как бы это, не попасть в эту ситуацию, то для молодых педагогов это, конечно, очень важно. Поэтому я думаю, что каждый из вас должен понимать, что вот и по тем профессиональным стандартам, которые вы сегодня видите, да, нужно обязательно открыть эти профстандарты, посмотреть. Ну, эту работу должны, конечно, сделать и работодатели, и руководители кадровых служб. Вот. То, что профессиональный стандарт отражает профессию, это понятно, да? А должность – это то рабочее место, на котором находится работник. Вот. Я считаю, что занимает место, может быть, вы же сами понимаете, что из жизни масса примеров, когда люди приходят с одним образованием, садятся на должность совсем другую, и если у них все получается, и им эта профессия нравится, которая на этой должности, будем говорить так, соответствует, они, конечно, себя исправляют. Дополнительная учеба, дополнительные какие-то курсы и так далее, и подобное, там, дополнительное профессиональное образование, что, собственно говоря, и требуется для работников. Поэтому я считаю, что обязательно нужно прийти к тому, можно говорить об этом очень долго, потому что сама профессия педагог, она очень ответственная, потому что педагоги работают с детьми, как правило, это материал очень такой ранимый. Люди должны, придя на эту работу, они должны соответствовать своей профессии и так далее. Вот очень много сегодня, вот это те 7, которые вы видели, вот вернусь немножко назад, вот это 7 профессиональных стандартов, которые сегодня работают, да, вот, а вот следующие, которые будут меняться сразу. Вот педагог, педагогическая деятельность, в том числе дошкольного, начального, потом педагог дополнительного образования детей и взрослых. Что? И вот с правой колонки на темном фоне, каким будет подвергаться изменениям вот этот профессиональный стандарт корректировки, обновлению и так далее. Вот. Но вот буквально недавно информация, кто следит за новостями там в этой части, то четко, ясно президент Российской Федерации озвучил прямо на заседании правительства о том, что сколько можно говорить о том, что тренер – это педагог-воспитатель, а всегда он проходил как тренер. И в
И в профстандарте было просто тренер. Хотя люди занимались с людьми, тренера занимались с человеческим материалом, и они занимались и воспитанием, и образованием этих людей и так далее. Поэтому сейчас срочно уже, собственно говоря, уже масса везде уже та информация, которая приходит сегодня к нам, все уже пишут везде, и готовится документ, что сегодня тренера это все-таки педагоги, преподаватели и воспитатели. Ну, в общем, там по каждой, так сказать, по каждой по своему уровню. Вот эти будут профстандарты, которые сейчас тут прописаны, они будут меняться. Вот, то есть ждем изменений, но это произойдет очень быстро. Я думаю, что где-то в течение, с учетом того, что происходит, как это, я думаю, что где-то в районе ноября месяца вот эти изменения будут уже приняты. Вот, вот то, что я говорил немножко выше, да, вот просто тренер. Сегодня будет тренер-преподаватель. Это уже однозначно проходит обсуждение, экспертиза, вот эти новые профстандарты, ну, которые относятся, конечно, к педагогическому кластеру. И руководитель образовательной организации тоже очень важный профстандарт. Это будет касаться руководителей, естественно, и средних, ну, школ, и СПО и так далее. Вот это два таких важных момента, которые сегодня профстандарты проходят свою общественную экспертизу. Как, собственно говоря, отследить? Вообще профстандарты, они появляются практически, какие-то отзываются на экспертизу, какие-то меняются, дополняются. Но очень просто на сайте Министерства труда Российской Федерации спокойно можно зайти и посмотреть, какие профстандарты интересуют, какие профстандарты сегодня применимы. Школа же это не только педагог. Школа сегодня это бухгалтер, и хозяйственник, и электрик, и водитель, и так далее. И есть профстандарты, которые, естественно, к другим категориям работников можно тоже, собственно говоря, это все применять. Вот для работодателей профстандарты должны стать основой для чего? В первую очередь. Во-первых, вы должны четко и ясно понимать, что на основании профстандартов и происходит и отбор специалистов, и планируется их карьера, и происходит тарификация должностей, потом проходит аттестация. Ну, аттестация – это вообще отдельная история. Почему? Потому что по тем профессиям, которые есть профессиональные стандарты, и вообще люди проходят, специалисты проходят независимую оценку квалификаций. Но это немножко отдельная история, она очень большая, объемная, но могу сказать одно, что вот на уровне, на территории Республики Коми буквально начиная с 2017 года открыто 3 центра оценки квалификаций и 9 экзаменационных центров, где могут проходить по разным профессиям независимую оценку квалификации. Ты когда проходишь независимую оценку квалификации, подтверждаешь свою компетенцию определенного уровня, получаешь сертификат, и это является основанием, для тебя основанием, то есть претендовать там на определенный уровень там и той же должности условной, и той же зарплаты, и иметь определенные льготы, ну и так далее, социальные и всего остального. Поэтому если кто-то имеет эту независимую оценку, прошел и имеет сертификат, он, естественно, работодатель, ну, мягко говоря, если там только нет каких-то определенных нарушений, уволить специалиста с таким сертификатом, прошедшим независимую оценку, он как бы, ну, права имеет очень мало, по большому счету. Вот. Как пользоваться информационным ресурсом? Вот профстандарт Росминтруд. Всегда можно увидеть и изменения, и дополнения, и те профстандарты, которые отзываются, и которые приходят новые. Вот. Потом единый квалификационный справочник. Вот на сегодняшний день, вот я, честно говоря, не могу сказать, сколько сегодня выведено профессий с единого квалификационного справочника и уже внедрены профстандарты, потому что это происходит, естественно, обновление постоянно. Там же можно увидеть обязательные и необязательные. Но обязательные это касается тех профессий, которые связаны с опасными производственными работами. Это конкретно касается тех профессий, тех организаций, где
ну, это и энергетики, и горно-рудная промышленность, и нефтяная отрасль, ну и так далее. Вот. Вот это все проверяет, конечно, когда проходит время, определенный график будет, он будет, естественно, каким-то образом освещен, что вот эта государственная трудовая инспекция, она будет проверять состояние применения профстандартов в организациях, и каждый должен быть уже, собственно, и руководитель, работодатель, и руководитель кадровой службы, за который должен, естественно, за это отвечать, за своевременное. Вот, потому что профстандарт есть, а изменения в должностной инструкции нет. Ну, это уже не совсем правильно. Это нужно приводить все в соответствие. Вот. И, естественно, стараться делать так, чтобы ваши работники, если они вам ценны, и они имеют для вас определенную, так сказать, профессиональную ценность, вы должны их направлять на независимую оценку квалификации, чтобы они подтверждали свою профессиональную компетенцию. Вот. Ну, то, что я говорил выше из методических рекомендаций, вот, я вот это практически повторяется, что применение профстандартов, какие нужно шаги совершить. И для нас мы их определили, этих шагов, прямо отмечено в методических рекомендациях. У нас этих шагов 7, но они важные. Вот, и я думаю, если каждый работодатель будет использовать эту методическую рекомендацию, это будет, для него это будет облегчение во многом. И все моменты, которые возникают, вы можете через, ну, собственно, или по телефону, или же обращаться к нам за той помощью, за теми разъяснениями, которые мы должны для вас, собственно, делать. Вот. Ну вот смотрите, вот если профстандарт существует, вы должны его привести. Если вы профстандарт не применяете, а все-таки проводите аттестацию своих сотрудников, да, то положение об аттестации вы должны привести в соответствие с профстандартом. Однозначно. Да? И кроме того, что вот я говорил о независимой оценке, очень важный федеральный закон, который вступил еще в 2016 году, с 1 января 2017 года, а сам закон с 3 июля 2016. Вот, в этих федеральных законах очень четко все прописано, да, поэтому аттестация, которую проводите среди, еще раз хочу повторить, своим работникам, они должны быть в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. Положение обучения то же самое. То есть вот трудовые функции, которые прописаны для педагога в профстандарте, и такое же положение обучения, об обучении вы должны для себя, для этого педагога, если он идет куда-то повышать свою квалификацию, там, профессиональный уровень, значит, там должны быть четко прописаны, что он должен пройти для того, чтобы внести изменения потом и в трудовые функции самого педагога. И это должно быть отложено и отмечено в положении об обучении. То же самое, если положение о премировании. Если меняются трудовые функции педагога и каких-то появляются у него обязательные функции, значит, естественно, должны быть и рассмотрены, и предполагается стимулирующие выплаты обязательно. Если человек выполняет функцию, допустим, тренера, педагога, условно там еще возложили на него обязанности воспитателя, то, естественно, он должен соответствовать профстандарту, допустим, по первому своей профессии, а в любом случае получать стимулирующие выплаты и доплаты уже, собственно, по второй. Это обязательно. Тогда будет, естественно, и у этого тренера и какая-то ответственность за свою работу. Вот. Естественно, будет меняться и положение о структурных подразделениях. Почему? Потому что те требования, которые предъявляются в профстандарте, там четко все прописано. То же самое и в штатном расписании. Вот. Должностные инструкции. То же самое. Они меняются, потому что изменяются и трудовые функции на основании профессиональных стандартов. Трудовые договора, которые заключает работодатель с работником, и меняются трудовые функции, меняется оплата труда, и, естественно, трудовой договор звучит совсем уже иначе. Что нужно понимать, очень важно.
Вот это, конечно, в большей степени я обращаюсь к, к работникам кадровых служб. Формат должностной инструкции разработать на основании профстандарта однозначно. Значит, то, что профессиональный стандарт не противоречит, а только дополняет единый тарифно-квалификационный справочник. Но если уже профстандарт есть, то практически вам, ЕТКС уже вам, собственно говоря, не нужен. Ну и так далее. Вы можете из профстандарта какие-то функции, которые были в ЕТКС, вас все-таки устраивают в процессе работы и для формирования этого рабочего места, то вы можете их оставить, собственно говоря. Но и можете с профессионального стандарта выбирать только те функции и действия, которые характерны для вашей, ну, условно, организации. Что вам нужно? Естественно, потому что у каждого работодателя, у каждой образовательной организации свои какие-то определенные подходы и так далее. Кто больше на что уделяет внимание. Ну, естественно, рамка квалификации. Учитывать уровень квалификации специалистов ваших. Совмещение профессий. Это расширение зоны обслуживания, которое, ну, это уже каждый кадровик знает, что нужно делать. Это все озвучивается, определяется трудовым договором, естественно, оплатой труда и производится с учетом положений статьи 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Вот методические ресурсы, которые сегодня есть. Вот если кто-то хочет пройти, допустим, да, протестировать себя, можете пройти вот методическое сопровождение, информационно-методическое, да, по этой ссылке можете зайти и себя проверить, свой уровень, своей профессиональной компетентности. Вот в правом верхнем углу, вот я говорил об этих методических рекомендациях, вот, которыми вы можете пользоваться и так далее. Вот в нижнем углу это методические материалы центра, которые вы можете открыть на сайте и можете посмотреть все те документы, которые сегодня есть у нас в республиканском методическом центре. Все они прошли определенный, так сказать, определенный уровень экспертизы, все они соответствуют всем тем требованиям, которые предъявляет нам и сегодня Министерство образования и сам Институт развития образования. Структура должностной инструкции, ну, мне даже и не совсем удобно как бы напоминать, это все знают и руководители кадровых служб, кто работает с персоналом. Вот эти вещи, которые, вот, ну, ответственность вы можете определять и права, там уже, собственно говоря, на свой страх и риск, на свое усмотрение. А вот вещи, которые там, относящиеся к общему положению, функционалу, должностным обязанностям, вы должны, конечно, руководствоваться профессиональным стандартом, это однозначно, если таково имеется. Если же такого не имеется, вы работаете по схеме единого тарифно-квалификационного справочника, ну, до тех пор, пока не появится профессиональный стандарт. Вот. Ну, собственно говоря, тут, чтобы не повторяться, вот структура должностной инструкции, структура профессионального стандарта, это все есть в тех материалах, которые... Это мы так более расширенно, чтобы хотя бы визуально каждый представлял. Конечно, материал очень объемный. И в него нужно вникнуть, я понимаю так, ну хотя бы одного-двум человекам в организации, тем же кадровикам, тому же руководителю или заместителю по персоналу, там, они должны вот это все, собственно говоря, очень хорошо и неплохо в этом разбираться. Вот. Вот как бы так, это чисто схематически, вот, какие приказы писать, что нужно делать, какие разделы учитывать и так далее. Если у вас какие-то возникают вопросы, вы можете вот, rmc@kiril.ru, ну, вот, обращаться на сайт и на почту к нам, и по телефону, который указан на этом слайде. Ну вот, собственно говоря, наверное, на этом мы пока и закончим. Я понимаю, что я, конечно, прошу прощения за то, что у нас произошел технический срыв такой, ну, не по нашей вине, собственно говоря, какие-то были проблемы с интернетом, но хотелось бы что сказать. Вот те вопросы, которые возникли у вас в процессе нашего вебинара, пожалуйста, очень важно для нас. Нам нужно эти проблемы знать,
которые вас сегодня беспокоят, вы, пожалуйста, направляйте нам информационно, мы будем их прорабатывать и будем вам отвечать в том полном объеме, который необходим. Большое вам спасибо.